Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. У нас в республике 1 июля отмечают День ветеранов боевых действий. Праздник учрежден указом главы Якутии в 2021 году. Тематические мероприятия традиционно охватывают как Якутск, так и все муниципальные районы республики. Какое значение придается к знаменательному дню и как его будут отмечать в этом году? Об этом мы сегодня поговорим. Наш гость студии Валерий Лютый, председатель общероссийского общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и СВО. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немного, что называется, углубимся в историю, что лежит в сути праздника и как вот он сегодня трансформировался к сегодняшнему дню. Ну, история традиционная. Она идет, движение было этого праздника снизу. То есть я имею в виду от народа, от самих ветеранов. Ветераны праздновали этот праздник сами. И еще до СВО. Вот я сейчас пришел в Мерчи Народного фронта. Мы с ветеранами обратились к Арсению Сергеевичу, нашему главе, и чтобы этот праздник был у нас официальный. И прозорливо, еще раз говорю, для специальной военной операции Арсений Сергеевич принял решение, что да, отдать честь ветеранам боевых действий всех времен. Это у нас были военные конфликты, и, к сожалению, они, наверное, будут. Потому что враг, он не успокоится, и он не хочет, чтобы Россия была сильной и независимой. И было принято вот такое решение главой, что этот праздник стал официальный. И я хочу подчеркнуть, что этот праздник буквально в 6-7 регионах только принят официальным праздником. Хотя празднуется в этот день и поздравляют друг друга ветераны по всей стране. Может быть, сейчас я ошибаюсь и больше, во время СВО, может быть, какие-то регионы приняли такое. Я считаю, что это правильное решение, прозорливое решение, и очень, он подчеркивает этот праздник, отдает дань ветеранам, и не только ветеранам, но и матерям погибших, и тем, кто сейчас, и в настоящее время всегда кто-то выполняет долг свой, и за рубежом в том числе. Это все, мы во все времена назывались ветеранами боевых действий. Но особое сейчас внимание, конечно, это ветеранам специальной военной операции. Хочу поблагодарить Арсения Сергеевича. Мне сказали, кого я знаю ветеранов, обязательно скажи. Спасибо большое, Арсений Сергеевич, что вы приняли такое решение. Это очень важно для нас, для наших ветеранов. Валерий Алексеевич, получается, сегодня этот праздник уже не только, что называется, для сообщества тех, кто служил, но и для более широкого круга лиц, в том числе для нашей молодежи, правильно? Да, конечно. Все, кто ветераны возвращаются, я как афганец, мы афганцы, до сих пор тянем эту лямку, она важная, это патриотического воспитания, это передача поколений, все. Посмотрите у нас республики, мало кто может сказать, в каких республиках, регионах министр пошел на СВО, показал пример, получил тяжелое ранение. И это большое спасибо, они сейчас организаторы этого праздника, Министерство молодежи, всем работникам, кто там работает, потому что и заместители у Шамаева Петра тоже ветераны СВО. Это очень показательно, мне кажется. Если говорить о том, какая программа планируется, все-таки уже завтра отметится праздник, да. Что планируется в этот день? Планируются ли выезды, что называется, адресно к ветеранам? Какие-то мероприятия непосредственно? Мероприятия все перечислять не буду, а скажу только о главных. Это традиционное, это в 11:00 мы всегда возлагаем цветы к памятнику всем ветеранам боевых действий. Это на площади Победы, возле часовни. И главное мероприятие будет впервые на площади Республики. Это будет большое такое мероприятие построения и праздничный концерт. Поэтому приглашаю всех ветеранов боевых действий, их семьи, всех наших горожан на праздник 15:00 на площадь Республики. Валерий Алексеевич, а как сами ветераны боевых действий встречают этот день, как его проводят, есть ли какие-то традиции? Вы знаете, мы говорим, когда праздник, подразумеваем все-таки это для ветеранов это праздник со слезами на глазах. В первую очередь ветераны вспоминают своих павших товарищей. Все пережитые моменты, кто получил ранение, кто не, все это возвращается в памяти. Конечно же, в этот день встречи важны, общение среди ветеранов.
И что очень важно, он опять объединяет сейчас и будет объединять, я надеюсь, и в дальнейшем ветеранов всех поколений. Вот. И вот встречи не только с ветеранов, но и вот, как правильно вы сказали, подрастающего поколения. Ведь мы, когда вот сейчас я работаю преподавателем, и часто общаюсь с учениками и с ветеранами. И ветераны вот говорят, что я вот помню в детстве встречался рассказы афганца, там, то все это на меня повлияло, на кого-то повлиял фильм какой-то про войну. Все вот это патриотическое воспитание в советское время, оно было особенно важно. И вот то, что в нашей республике сейчас особое влияние уделяется, внимание патриотическому воспитанию, это очень важно. Подрастающее поколение, оно показывает всегда во все времена, что у нас молодежь хорошая. Вот, кстати, про молодежь. Как сегодня выстроено это взаимодействие ветеранов боевых действий и подрастающего поколения? Ну, помимо вот каких-то таких точечных адресных памятных дней. Вы знаете, это ежедневно. Вот, мы где-то, может быть, в какой-то вот... раньше надо было активнее начинать вот это патриотическое воспитание, но никогда не поздно. Как кто-то сказал, надо воспитывать, да, ребенка, когда он еще лежит поперек. Но всегда есть моменты, когда человека мировоззрение меняется. Вот посмотрите на Украину, как два поколения изменили мировоззрение, фактически историю перевернули всю, то есть все фальшивое, вот, и нацистскую идеологию умудрились внедрить и так далее. Поэтому работа эта ведется ежедневно, она ведется Министерством образования, вот, Министерство молодежи, все, кто отвечает, ну и, конечно же, самими ветеранами. Они привлекаются, есть такие понятия, у нас уже давно урок мужества, когда ребята ходят и рассказывают как свои истории, свои моменты боевой вот, службы своей, ну, те моменты, которые особенно запомнились. И ребятам всегда важно слышать и видеть о патриотизме от того, которые действительно показали, что они настоящие патриоты. Хотя я хочу сказать, что в республике как никогда все сопричастны вот сейчас помощи СВО, и не только волонтеры, есть семьи. В этот вот день мы всегда должны, да каждый день мы должны кланяться матерям погибших. Есть вот у нас в общественной палате вот Жанна Грекова, мать, которая потеряла 2 сыновей и нашла в себе силы продолжать общественную работу, помогать ветеранам СВО, матерям погибшим, таким же, как вот с горем столкнувшись, как я. Я сам прошел через это, я знаю, как это тяжело. Но вот женщина имеет такую вот силу воли, и хочется им, еще раз говорю, низко поклониться. Особенно в этот день мы должны помнить, конечно же, погибших. Вот все, вот этот день, я еще раз говорю, для ветеранов он праздник со слезами на глазах, но он должен быть, он важен для нас. Валерий Алексеевич, возвращаясь, собственно, к теме нашего обсуждения, если говорить о том, как эту дату будут отмечать еще в этом году, помимо возложения цветов, что еще планируется? Какие-то новшества, может быть? И кроме концерта? Тематические площадки будут по правильной финансовой работе, по трудоустройству, по здравоохранению, консультации юридические бесплатные. Это перечень, я просто по времени сейчас не помню, как они располагаются, но все вот это. Кроме того, конечно же, в Мирном, в Ленском будут свои мероприятия, тоже городского, районного уровня, вот, в Улусах. Поэтому вот в Якутске то, что мы сейчас вот, запланировано и организовано Министерством молодежи, ну, я думаю, что пройдет на хорошем уровне. В любом случае, что этот праздник, он есть, мы показываем обществу, что консолидацию нашего ветеранского движения, еще раз говорю, он касается каждого ветерана боевых действий всех времен. Я правильно понимаю, что вот программа этого дня, 1 июля, она сверстана с учетом того, чтобы ответить на вот каждый конкретный запрос того или иного ветерана? Вот вы говорите, что есть и Да, площадки это учитывается. здравоохранения, Конечно же, мы все должны особое внимание сейчас. Так что еще мы, это же праздник во время специальной военной операции. А мы, если говорить своими словами, во время военных действий, войны. Поэтому по-особенному отношение к ветеранам. И, конечно же, учитывается уже то, чтобы те ветераны, которые вернулись, выполнив свой долг, контракт или по ранению, семьи их, чтобы
их потребности, их вопросы решались быстро, и понятие справедливого отношения. Мы, общество, перед ветеранами СВО, да перед всеми ветеранами в долгу. Это мы должны всегда помнить. Валерий Алексеевич, подытоживая нашу с вами сегодняшнюю беседу, я предлагаю поздравить тех, кто имеет отношение к этой памятной дате, какие-то слова поддержки тоже им озвучить. Конечно, братья, ветераны боевых действий, поздравляю вас с этим днем, днем ветерана боевых действий. Главное, желаю вам здоровья, скорейшей нашей общей победы над врагом и после победы долгого мирного неба над головой. С праздником вас, братья! Валерий Алексеевич, присоединяюсь к вашим словам. Уверен, что 1 июля пройдет у нас в республике, да и вообще по всей стране на очень высоком уровне. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.